Здравоохранение – важный сегмент социальной сферы государства, так как состояние здоровья населения во многом определяет способность общества к воспроизводству жизни и обеспечению структуры национальной безопасности. Тема борьбы с коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день остается главной, как и в большинстве стран мира. Тот факт, что количество заболевших COVID-19 у нас растет с каждым днем, конечно же, вызывает беспокойство жителей республики. Сказать о том, что мы на сегодняшний день не справляемся с той ситуацией по коронавирусу, которая сложилась в Абхазии, я думаю, говорить преждевременно. Наша больница, госпиталь, который функционирует в Гудауте, в полной мере справляется с той нагрузкой на сегодняшний день, которая на нее возложена. Есть ситуации, но никто не сказал, что будет именно так, никто не может предугадать, как это будет все протекать. Но все силы здравоохранения направлены для того, чтобы все было направлено с учетом эпидемиологической ситуации в нужное русло. Что касается непосредственно ситуации, мы, к сожалению, избежать ее никак не смогли бы. До сегодняшнего дня ситуация относительно удовлетворительная, как говорят в медицине. Естественно, количество заболевших понемногу прибавляется, но учитывая то, что вовремя, в свое время, несколько месяцев назад, были достаточно жесткие меры приняты, благодаря этому удалось избежать вспышек заболевания. Это первое. Во-вторых, учитывая нашу географическую составляющую, а точнее логистическую, что мы относительный тупик, это тоже нас каким-то образом спасало. Более того, хочется поблагодарить и население, которое особенно в первый месяц возникновения проблемы очень адекватно отнеслось к нашим призывам. Еще совсем недавно, 14 июля, из Гудаутской больницы были выписаны последние вылечившиеся от COVID-19. Радость наша по этому поводу оказалась недолгой. Уже 22 июля началась новая волна заболевания. Сообщения о новых случаях инфицирования стали появляться каждый день. В борьбе с коронавирусом основной удар на себя берут медицинские работники, которые находятся на переднем плане. Именно на их плечи ложится вся критическая нагрузка, отмечалось на встрече. То, что сегодня идет вот такая вот вспышка, меры, предпринятые Минздравом, они на сегодняшний день адекватны, и на сегодняшний день они справляются, естественно, просто, мы знаем, что первыми под ударом становятся врачи, это их как бы выкашивает, да, есть эта проблема, она не только у нас, она во всем мире такая, потому что в группе риска первые стоят врачи, потому что их надо оберегать, вот об этом думать надо сегодня. Первое, что надо сделать, то есть пересмотреть всю доктрину, которая сегодня есть, и то, что в экстренном порядке надо сделать, и то, что оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, это в свое время принесло пользу, реальную пользу. То, что сегодняшняя ситуация идет под контролем, это только благодаря тому, что была слаженная работа, и оперативный штаб работал буквально на износ. Никто не может знать, что может быть завтра. Предположим, если это будет большее количество людей, вот самое главное, у нас, как Цахнаки на нашем заседании сказал, всего одна лаборатория, и у нас нет реаниматологов, и нет в достаточном количестве анестезиологов. Вот эти вещи очень настораживают, потому что если будет большой поток больных, сумеют ли врачи, которые сами находятся в зоне риска, и сейчас вот подтверждение тому уважаемая Инга Шалвовна Пипия, которая заболела, она в принципе приняла удар на себя. Побывавшая в Абхазии делегация Роспотребнадзора признала эпидемиологическую ситуацию в стране стабильной. Исследования, которые проводятся в республиканской лаборатории, соответствуют международным стандартам, в том числе стандартам Всемирной организации здравоохранения, отметили российские специалисты. И этот факт немаловажен, отмечалось в ходе обсуждения. Мы озвучили все наши требования. Тамаз Мурманович вместе обсуждали это. Он прямо сказал, заезжает, туристический поток, большая масса людей, естественно, не надо здесь гадать, что заедут с ними, скорее всего, больные люди. Если это вызовет взрывной рост заболеваемости, нам нужны и специалисты, нам нужны и лекарственная поддержка, нам нужна транспортная поддержка.
Прямым текстом все это озвучено обеим делегациям. Постепенно большинство ограничений, связанных с недопущением коронавируса в страну, смягчились, а некоторые вовсе были отменены. Открылись театры, начали проводиться массовые культурные мероприятия, заработал общественный транспорт. Однако на данный момент нет ответа на вопрос, который волнует многих. Когда откроется граница с Россией? И откроется ли она вообще в ближайшее время? И об этом шла речь за круглым столом. Наши коллеги в Российской Федерации заверили нас в том, что до 1 августа предположительно будет принято решение по нашему направлению. Какое это будет решение? Положительное, отрицательное или в какой форме, пока сказать не могу. Тут вопрос, который касается двух сторон. И, соответственно, решение должно быть одно, совместное. Безусловно, принимая во внимание наши стратегические отношения, партнерские отношения с Российской Федерацией, мы ведем диалог. И этот диалог, он, безусловно, учитывает и мнение абхазской стороны, и мнение российской стороны. Вместе с тем, многие из нас уже забыли о социальной дистанции, ношении масок и перчаток. Однако, вполне возможно, что они вновь станут актуальны. А по сути, их ведь никто не отменял. Сария Кварацхеля, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.